Приветствуем всех участников первых открытых городских юношеских научных чтений имени Сергея Павловича Королева. Примечательно, что чтения посвящены памятным великим датам. 165-летию со дня рождения зачинателя теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского. 115-летию со дня рождения Сергея Павловича Королева. 65-летию запуска первого искусственного спутника Земли. И столетию образования Якутской ССР. Друзья, вас приветствует сводный коллектив, обладатель гран-при городского фестиваля «Театральная весна» с композицией по сказке Сент-Экзюпери «Маленький принц». Руководители: Денисова Маргарита Егоровна, Егорова Оксана Петровна, Гусевская Нина Дмитриевна. Я очень люблю закат. Знаешь, когда очень грустно, хорошо поглядеть, как заходит солнце. Вот цветок. Она была прекрасна. Она напоила благоуханием всю мою планету, а я не умела этому радоваться. Я иногда даже сердился на розу. Она иногда капризничала. А я тут ее там одну. Я тогда ничего не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Она дарила мне свой аромат, озаряла мою жизнь. Я должен был угадать нежность. Я еще не умел любить. Подойди, я хочу тебя рассмотреть. Этикет не разрешает зевать в присутствии монаха. Я запрещаю тебе зевать. Я нечаянно. Я долго был в пути и совсем не спал. Тогда я повелеваю. Зевай и сядь. Таков мой приказ. А где же ваше королевство? Везде. А звезды вам повинуются? Ну, конечно. Я не терплю непослушания. Тогда прикажите, чтобы сейчас был закат. С каждого надо спрашивать то, что он может дать. Власть прежде всего должна быть разумной, а закат ты увидишь, когда будет время заката. Странные люди, взрослые.
кстати, появился. Здравствуйте. Какая у вас забавная шляпа? Это чтобы раскланиваться. Похлопай-ка в ладоши. Читать значит признавать, что на этой планете я всех красивее, всех богаче, я всех умнее. Правда же, взрослые очень странные люди. Раз, два, три. 500 миллионов. Зачем ты здесь? Не мешайся. Чего 500 миллионов? Звезд. Я их считаю. Я люблю точность. Я владею этими звездами. А для чего тебе ими владеть? Чтобы быть богатым. А как? Можно владеть звездами? Звезды чьи? Ничьи. Значит, мои. Потому что я первый до этого додумался. Забавно. Странные люди взрослые. Никто меня не может понять. И я их не могу понять. Зачем? Ты загасишь? Ты зажигаешь фонарь. Такой уговор. Какой? Раньше это имело смысл. Я гасил фонарь утром, а зажигал вечером. Но планета вертится все быстрее и быстрее. День длится всего минуту. Ты так верен своему слову. Я бы хотел с тобой подружиться. Но твоя планета такая маленькая, а ты так занят. Про эту говорю. О, путешественник. Я описываю горы и моря, но сам я их никогда не видел. И я очень рад тебе. Я скажу все, что ты мне расскажешь. А то все это умрет и исчезнет. И моя роза должна скоро исчезнуть. Да, разумеется. Вы все знаете. Какую мне планету посоветуете посетить? Посети планету Земля. Хорошо. Я про эту говорю, не про эту, про эту. Хотела бы я знать, зачем звезды светятся. Вот, смотри, моя планета как раз над нами. Красивая планета, но она далеко, а я здесь и очень могущественна. Всякого, кого я коснусь, я возвращаюсь к земле, из которой он вышел. Мне жаль тебя, ты так слаб на этой планете. В этот день, когда ты захочешь вернуться на свою, я помогу тебе. Какая странная планета. И как здесь одиноко в этом мире людей.
Здравствуй. Я здесь. Кто ты? Я Лиса. Ты такая красивая. Поиграй со мной. Я буду с тобой играть. Я не приручена. А что ты здесь делаешь? Ищу друзей. А как это приручить? Это значит быть нужными друг для друга. Как? Моя роза? Да. Живется мне скучновато, но если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Они будут для меня музыкой. Вот пшеничное поле, а на нем золотые колосья. Золотая пшеница не станет напоминать о тебе. Приручи меня, пожалуйста. Давай тогда играть. Я буду плакать о тебе. Пойди и взгляни еще раз на розы. И ты убедишься, что твоя роза единственная в мире. А когда придешь проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок. Нет, это не мои розы. Да, розы прекрасны, но ничуть не похожи на мою. Ведь их никто не приручил. Ведь это я ее каждый день поливал, оберегал от сквозняка, а эти мне чужие. А вот мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Самого главного глазами не увидишь. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Прощай. Знаешь, завтра исполняется уже год, как я попал к вам на землю. А у тебя хороший ряд, ты не заставишь меня долго мучиться. Нет, у меня хорошая. Сегодня я вернусь домой. Моя звезда очень маленькая, и вы полюбите смотреть на звезды. Все они станут вам друзьями, а у вас будут совсем особенные звезды. Вот сказка о принце подходит к развязке. Дописаны главы, досмотрены сны. Но вы не прощаетесь с маленьким принцем. У каждого в жизни сказка своя. Взгляните на небо, вам, кто полюбил маленького принца. Весь мир становится иным от того, что где-то в безызвестном облаке Вселенной есть такая звезда, где живет и где смеется маленький принц. Только у вас будут звезды, которые умеют смеяться. Миру бескрайнему окна распахнут. Чьи-то мой парусик, чьи-то мой парусик, чьи-то мой парусик, сказочный путь. Директору Национальной политехнической средней общеобразовательной школы номер 2 Василию Михайловичу Владимирову. Добрый день, уважаемые
Лена Сергеевна, уважаемые эксперты, уважаемые учителя, родители, дорогие наши участники. Я очень рад приветствовать вас сегодня в стенах нашей школы счастья. И очень рад еще именно в этот год, юбилейный год, проводится первая юношеская, первое открытое городское юношеское чтение имени Сергея Павловича Королева. И в этом году в нашей школе исполняется 85. И вот поэтому очень рад, что к 80-летию первое городское чтение именно проводится в нашем городе и в нашей школе. И всем нашим участникам желаю счастья, новых открытий, идей и новых проектов. Удачи! Вот оно, свершилось это чудо. Мать идет, посторонись, народ. Сын вернулся, да еще откуда? Из самих космических широт. Это он ворвался в наше завтра, что самой фантастике подстать. Первого на свете космонавта обнимает и целует мать. И с такой материнской силой, радость всенародную деля, обнимает сына вся Россия, рукоплещет сыну вся страна. Дорогие друзья, вас приветствует ученица 6 Д класса Аня Ларионова со стихотворением Ирины Бутыримовой «Юрий Гагарин». Он родился под городом Гжатском, русский мальчик в крестьянской семье. Имя гордое Юрий Гагарин знает каждый теперь на земле. Им гордится весь мир, вся планета. Имя Юрий у всех на устах. Русский парень поднялся над миром, свое сердце России отдав. Самый первый виток над планетой совершил он во славу страны, яркой звездочкой в небо поднявшись в ясный день той прекрасной весны. Этим подвигом Юрий Гагарин совершил беспримерный полет, на века всю Россию прославил и великий наш русский народ. Все когда-то обыденным станет, и полет на Луну, и на Марс, и туристов уже доставляют на просторы космических трасс. Будет в будущем много открытий, бесконечен простор над землей, но всегда новый шаг кто-то первый будет делать, рискуя собой. Слово предоставляется Бродниковой Саргалане Алексеевне, заместителю директора по содержанию образования, модератору сегодняшнего творческого мероприятия. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем городе проходят 7 секций. 7 секций первых открытых юношеских чтений имени Сергея Павловича Королева. В нашей школе будет работать секция
художественное космическое искусство. Заочно на первом этапе были одобрены 26 работ, которые сегодня будут представлены очно, и еще 5 работ детей будут представлены заочно. А теперь я хотела бы представить уважаемых экспертов. Пожалуйста, приглашается Лучницкая Елена Сергеевна, член-корреспондент Международной академии астронавтики, кандидат биологических наук, командир экипажа в наземном изоляционном модельном эксперименте «Луна-2015», ответственный исполнитель экспериментов на международных космических станциях, пневмокард, сонокард, кардиовектор. Разрешите пригласить Местникова Алексея Егоровича, заведующего кафедрой инженерно-технического факультета СВФО, доктора технических наук. Разрешите пригласить Колесову Ольгу Евгеньевну, преподавателя изобразительного искусства и дизайна Якутского педагогического колледжа. Приглашается Денисова Маргарита Егоровна, учитель русского языка и литературы нашей школы, заслуженный учитель Республики Саха-Якутия, кандидат педагогических наук. Ильина Марьяна Аркадьевна, учитель изобразительного искусства, член Союза художников Арктики. Сегодня у нас отсутствуют 2 эксперта по уважительным причинам. Они будут работать по уважительным, вернее, заочно, удаленно. Так, слово экспертам. Добрый день, уважаемые взрослые, такие замечательные дети. Я надеюсь, что я еще поближе сейчас с вами познакомлюсь. В первую очередь, огромное спасибо за такой теплый прием. Вы необычайно тронули меня таким теплым представлением, очень трогательным. Я действительно хотела сказать, что моя дорога к звездам в том числе начиналась, конечно, со школьной скамьи. Я также начинала на школьных конференциях, и вдохновили меня именно учителя, поэтому пользуйтесь. Как было сказано здесь, взрослые, они действительно странные люди, но они сейчас открывают для вас те пути и те дороги, вы будете благодарны им всю свою жизнь. Поэтому удачи, звездных дорог и свершений. Спасибо. Я хочу подарить уважаемой Елене Сергеевне от имени нашего коллектива здесь все, что создано и дело с детьми, руками детьми, вручаем вам. Уважаемые эксперты, мы хотим вам вручить благодарственное письмо. Так, Местникову Алексею Егоровичу, Колесовой Ольге Евгеньевне, Федоровой Наталье Игоревне, Иванову Василию Петровичу, Денисовой Маргарите Егоровне, Ильиной Марьяне Аркадьевне. Сегодня предстоит у вас большая работа, очень интересная. Мы желаем всем участникам успехов, не волнуйтесь. А экспертам мы желаем новых интересных открытий.
этап первых открытых городских юношеских научных чтений имени Сергея Павловича Королева объявляется открытым.